Сегодня у нас получается первый урок в новом учебном году, и говорить будем об очень серьезных и важных вещах. Сегодня как никогда нужен мир во всем мире. Дети не должны плакать и печалиться. Они обязаны получить образование, жить в безопасности и не видеть боли и страдания. Учащимся рассказывают о том, как в один миг светлый праздник знаний стал испытанием для детей Беслана в 2004 году. Мы не забудем тех, кто не с нами, тех, кто погиб от руки палача. Будем стремиться жить только в мире и не допустим насилия и зла. На доске символ мира, белый голубь, патриотические стихи, фотографии и слова поддержки в адрес наших военнослужащих, которые участвуют в специальной военной операции на Украине. Учащимся рассказывают о важности и необходимости защитить интересы нашей страны и мирных жителей ЛНР и ДНР. 24 февраля 2022 года президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин обратился к гражданам Российской Федерации. Цитата. «Нам с вами не оставили ни одной другой возможности защитить Россию, наших людей, кроме той, которую вынуждены будем использовать сегодня. Обстоятельства требуют от нас решительных и незамедлительных действий. Народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи». Новые уроки в школах, на которых говорят о самом важном – о жизни, патриотизме, защите своей родины. Ведь и в этом году они станут традиционными. Для каждого ребенка мир – это в первую очередь безопасность. Сегодня учащиеся 11 класса пишут письма детям Донбасса. В каждом предложении желают самого главного – мирного неба над головой. То, о чем особенно сегодня нуждаются эти дети. В каждом предложении слова поддержки детям Донбасса. Сегодня папа Елизавета Коженец выполняет задачи в ходе специальной военной операции на Украине. Каждому ребенку она желает жить в счастливом мире. Я понимаю, что у детей Донбасса нет тех условий, в которых мы находимся сейчас. Мы находимся в спокойном городе, где все условия созданы для того, чтобы мы смогли спокойно учиться. Конечно, я желаю детям Донбасса спокойствия, мира, чистоты, порядка. Я как ребенок понимаю, что жить и учиться в немирное время – это очень сложно и практически невозможно. Они не знакомы с этими детьми лично, но понимают страдания каждого из них. В своем письме Магомед Амин Дидиков желает встретить учащимся Донбасса новый учебный год с новыми надеждами и планами на будущее. Сегодня нам рассказали очень много интересного, очень много интересных фактов по поводу различных событий, которые в разное время произошли в сегодняшний день. И также не очень веселых событий, про теракты, про то, что произошло в Беслане, и про детей Донбасса, то, что сейчас они встречают 1 сентября под взрывы и стрельбу. Я бы хотел, в своем письме пожелал им здорового, мирного неба над головой, и чтобы у них все было хорошо, чтобы они приятно провели сегодняшний праздник. Письма, которые написали учащиеся, обязательно дойдут до адресатов. Быть может, эти теплые слова, пожелания согреют детей Донбасса, которые сейчас мечтают, чтобы на их земле не стреляли и не взрывались бомбы. Рина Сычоева, Магомед Шаухалов, Новости 24.